Московский осетинский студенческий самодеятельный ансамбль «Осса». Радио «Алания» представляет воспоминания некоторых участников того коллектива. Слово Рите Балаевой. В середине 50-х годов прошлого столетия в Москве был создан первый ансамбль осетинского танца «Осса». Идея его создания возникла у студентов Московского энергетического института Казбека Касаева, Юрия Косирати, Батра Цалагова и других, которые быстро смогли собрать земляков из других московских вузов и начали репетировать в Доме культуры Московского энергетического института. Среди первых самодеятельных артистов были студенты Бауманского училища Вадим Каджаев, Казбек Гутнов, Тамерлан Джикаев, Мурат Гатиев, а также московские осетины, братья Цыбоевы, Марат и Борис, Кира Калоева, Римма Кулова, Эмма Тогоева и другие. Первоначально руководителями «Осса» стали Казбек Касаев и Юрий Косирати, которые сами прекрасно танцевали и учили этому других. Потом в ансамбль пришли студенты театральных вузов Бибо Ватаев, Лилия Гусиева, Коста Бирагов, Земфира Галазова, а постановщиком танцев стал Казбек Тотоев, учившийся в те годы на балетмейстерском отделении ГИТИСа. Можно сказать, что ансамбль был своеобразным клубом, куда собирались студенты из Осетии и московские осетины. Вместе они не только танцевали, но замечательно проводили свое свободное время, отмечали праздники, отдыхали. Первый концерт «Осса» состоялся в 1959 году. В Москве тогда отмечали 100-летие со дня рождения Костахи Тагурова. Потом уже были выступления на многих московских концертных площадках, на Центральном телевидении Советского Союза, в театре имени Станиславского и Немировича Данченко, в Центральном доме работников искусств, во Дворце культуры МГУ на Ленинских горах и других местах. И везде выступления осетинских самодеятельных танцоров имели неизменный успех. Вспоминает один из первых участников ансамбля «Осса», тогда студент энергетического института, а впоследствии старший научный сотрудник Московского института радиотехники, электроники и автоматики Батр Цалагов. Вообще, в те времена студенты осетины друг к другу тянулись. Нужно было, чтобы кто-то организовывал их. Вот, например, когда поступил, был одинок, в принципе, никого не знал из осетин в Москве. И где-то в октябре месяц отучились, и ко мне в общежитии в комнату входят двое. Юрий Чакиев, это сын нашего писателя Джатьев, и Феликс Бирагов. Они оба учились тоже в энергетическом институте. И оказывается, ежегодно по окончанию вступительных экзаменов они просматривали в институте на всех факультетах фамилии поступивших, отыскивали поступивших осетин. Вот так они меня отыскали. В нашем корпусе в общежитии еще нашлись осетины. Вот Хасан Албегонов, известный вам, Зара Маньева и другие. Все они потом в ансамбле принимали участие. Кто учился танцевать, кто танцевал, кто на концертах студенческих выступал из нас. А Косирати тоже учился в нашем же институте. Косирати стал инициативу проявлять, к директору клуба обратился. Помещение получили. А дальше возникает проблема. Многие даже вот шим не умели танцевать. Ну да. Как обучать? Вот Косирати в первое время, он был учителем. Он с таким энтузиазмом, всегда, знаешь, что с улыбкой в лице. Он хорошо танцевал. Любил на публике выступать. Гимнаст же был. Любил и аплодисменты. Любил, когда им восхищались. И он очень старался. Потом у нас был руководителем Тотоев Казбек. Когда обучились многие, дальше было место и для общения, и для того, чтобы свое родное осетинское что-то сохранять и помнить. Первое выступление ансамбля, как я уже говорила, состоялось на юбилейных торжествах, посвященных 100-летию Костахи Тагурова. Это было в 1959 году. А в 1960 году в Москве прошла декада осетинского искусства и литературы, в которой принимали участие ведущие творческие коллективы Осетии, а также руководство республики. Я приехал, и мне говорят, вы пойдете к Кабалоеву. Ну вот я с Юрием Цупановым ходили к Кабалоеву. Мы пришли к нему рано, где-то часов 8. Он нас принимал в пижаме, чаем угостил, расспросил про студенческую жизнь, про этот ансамбль. Все ему рассказали. Рассказали, что вот формы нет у нашего осетинского студенческого ансамбля. И поскольку ансамбль получил новую форму, им тогда специально сшили к юбилею, старую нам передали. Ну, конечно, говорят, передадут они вам. Одним словом вы получили. Да, словом там получили. Я вот всем рассказывал, как на одном из выступлений
выступление ансамбля на Манежной площади. Наш ансамбль показывал СИН. Играет музыка, и когда вот поворачивались вот спиной к зрителям, то раздавался хохот. Оказывается, это у одного нашего гутного Казбека. Вместо купанок у нас ушанки были. Одно ухо этой ушанки болталось. И вот это, говорит, нам нафтажен Казбек. Таскамака базару, там махудал худо. В 1960 году Осса переехал в Дом культуры гуманитарных факультетов МГУ на улицу Герцена и, можно сказать, окончательно сформировался. Надо вспомнить Дину Цураеву, Аду Томаеву, Хасана Албегонова, Владимира Цаллагова, Феликса Бирагова, Фатиму и Зарифу Салказановых, которые также стали участниками ансамбля. Кстати, Фатима Салказанова, известная журналистка, на репетиции приходила с подругой-француженкой, тоже студенткой МГУ, которой очень нравились осетинские танцы, и особенно осетинские ребята. Она даже хотела стать гражданкой Осетии. Осетинскими танцами увлекся также русский парень Саша Петров, и у него это получалось, как говорили, не хуже, чем у ребят осетин. Хочется вспомнить двух братьев Цыбоевых, Марата и Бориса. Марат больше занимался организационными вопросами и любительской съемкой всех выступлений, а Борис танцевал, и его воспоминания мы также включили в эту передачу. В те времена не было такого антагонизма национального. Наоборот, как-то все притягивались и с большим вниманием относились именно к нашему ансамблю. В том же МГУ, естественно, там руководители были не осетины, русские, но очень внимательно относились к нашему ансамблю. Мы, как члены коллектива МГУ, участвовали во многих концертах. Там и студенческий театр был, и отдельные номера. Часто с нами выступал Стахан Рахимов и вот Алла Ёшка. Что запомнилось? Что участвовали в новогоднем огоньке. Ну, обычные танцы наши. Сим, приглашение, горский, гандеган, аланский танец, там двух-трехэтажный, девичий танец. Земфира Галазова у нас была гармонисткой, очень так запомнилась, очень великолепно играла. Она очень женственная была девушка. Мотогоева, красавица, тоже танцевала. Аджисмен Варзев. По сравнению и с Казбеком Тутуевым, там, и с Косирати, он после них стал руководителем. И у него, конечно, профессионализм уже появился. И по постановке даже, балетной, вот так можно сказать. Танцы были на исторические темы, типа аланские, и по одежде, и по сюжету. Но внес большой вклад, конечно, в создание и укрепление коллектива. У нас еще был один солист Петров, парень русский, но с такой любовью он относился к нашим танцам, вообще к нашей истории. Он и по духу русский, и по внешности, блондин такой, что только в шапке танцевал, весьма неплохо. Где-то в 60-м году в ансамбль «Осса» пришла студентка театрального училища имени Щукина Земфира Галазова. По воспоминаниям Ирины Бутаевой, которая сама не танцевала, но была близкой подругой многих участников ансамбля, Зифа была очень красивой и скромной девушкой. Как-то раз на репетицию ансамбля пришел Иринин приятель, курсант военной академии Валентин Марков, который ранее служил в Осетии. Так вот, единственный раз увидев Зифу на репетиции, он потом часами восхищенно рассказывал о ее неземной красоте. Сама же Земфира Галазова, народная артистка Северной Осетии, вспоминает о замечательном времени, проведенном в Москве. В ансамбле мне предложили, чтобы я им играла на гармошке. Туда стекалась вся московская осетинская молодежь. Это было место встреч, и такая там молодежь была, просто восхищение. Ансамбль был создан, и мы работали, давали концерты. Нас, между прочим, приглашали на такие ответственные концерты. Мы даже, я помню, на Манежной площади выступали, какой-то праздник был, и там были такие величины, как Козловский, например, пел, и мы вместе с ними, и нас принимали очень хорошо. Причем отмечали не только концерты, или там встречались, когда были какие-то осетинские праздники, Дёргуба, Новый год или еще какой-то осетинский праздник, мы всегда отмечали в Москве. И были такие ребята, Ерон Лапута, и Батыр Цаллагов, Юра Косирати, Заура Боев, Казбек Касаев, девочки тоже. Это Рима Кулова, Эмма Токоева, они у нас солировали, задавали тон. Рима, так это мамаша была. Если там нужно организовать или что-то, она задавала тон. Это вообще такая женщина была, очень обаятельная, во-первых.
приятной наружности, какая-то у нее какие-то светлые глаза были, как будто они всегда улыбались. Очень ласковая, очень теплая. А Эмма Тугоева, наоборот, она была черненькая, панского такого типа. Они у нас солировали. Очень интересно работал Казбек, Бибо, Костя. Их очень любили москвичи. Самое интересное, что их приглашали в дома, и они всегда брали меня с собой. Было бы понятно, если бы меня брали, например, с гармошкой, чтобы они пели, а я играла. Меня просто с собой брали. Они мне были как братья. Какие-то связи с москвичами, с теми, вот с кем пришлось познакомиться, подружиться в этом ансамбле, сохранились? Особых отношений у нас не сохранилось, но когда мы встречались, это было такое напоминание о том прекрасном времени. Рима же здесь жила. Мы с ней, когда встретимся, изредка. Ада Томаева танцевала в этом ансамбле. И встречались с удовольствием, потому что напоминала о таких прекрасных годах нашей жизни. Эмма приезжала, Тугоева звонила, общались. Потом, конечно, потерялись эти связи, разъехались, короче говоря. А так, время было, достойные ребята были. Понятия молодость, красота, искусство, любовь, конечно же, неразделимы. Ансамбль «Осса» не просто сплотил осетинскую молодежь и привил ей чувство крепкой дружбы на всю жизнь, он еще и способствовал созданию новых семей. Связали свои судьбы Кира Калоева и Казбек Касаев, ставших впоследствии крупным ученым в области космической отрасли. Римма Кулова, дочь известного в Москве прокурора Кирилла Кулова, и Хаджисмел Варзиев, народный артист Северной Осетии и заслуженный деятель искусств России, долгое время возглавлявший государственный ансамбль «Алан». Лилия Гусиева и Бибо Ватаев, народный артист Северной Осетии и России. Сам ансамбль «Осса» со временем тоже становился более профессиональным, появлялись новые интересные постановки, и об этом вспоминает еще один из участников ансамбля, тогда студент пищевого института Виктор Бетрозов. Ходил с 60-го года, когда руководителем стал Казбек Тотоев. Он поставил 2 или 3 танца. Потом была Лилия, жена Бибо Ватаева. Она девичьи танцы поставила. Через некоторое время, начало 64-й год, сентябрь, и вдруг появился Хаджисмел Варзиев. Большая часть времени, которое мы раньше туда ходили, на ансамбль, это просто проведение времени среди земляков. Беседа обо всем и понемножку кто что мог из танцевальных элементов, вот обучали друг друга. Когда пришел Варзиев, мы сразу почувствовали специалиста. Он объяснял, не только показывал, но и разъяснял суть, для чего, как, что это выражает и так далее. Поэтому танцы, они благодаря ему стали более такими содержательными, красивыми и красочными. Мы долго учились так периодически движения на коленях. Круговые движения, допустим, игры чабанов, там есть такое движение с палками, на коленях. Это никто не мог освоить. Хаджисмел Варзиев, как показал, несколько таких репетиций с ним, и мы эти движения быстро освоили. То есть это был настоящий специалист, знаток своего дела. Не просто какой-то практик, вот как была, допустим, Лилия, как Казбек Тотоев, а он пояснял многие вещи, о которых мы имели весьма такое туманное представление. Поэтому благодаря ему за 4 месяца узнал больше, чем за 4 года, которые были без него. Он обучал нас работе с саблями. Танцы с саблями, затем хонга-каф. Там вначале 1 пара танцевала, Казбек Тотоев 3 пары, а Хаджисмел поставил 7 пар. Элементы танца поединка. Эти элементы он уже ставил с нами, а потом они работал в Осетии 2 года. И там увидел, что они постепенно уже внедрялись туда в ансамбль. И через некоторое время уже в Осетии ходил на представление ансамбль Алана, то я видел, что все, что он нам пытался проиграть, они были поставлены на большой сцене и Алан. Больше, чем он, перечень танцев Алана никто не сделал. И многие вещи, вот я за 4 месяца работы с ним, я почувствовал, что это действительно
действительно очень способный человек. Благодаря ему я как раз и научился танцевать конго-карт, зилга, элементы быстрые движения. И поэтому, когда приехал уже домой, туда, в Осетию, оказался в селении на свадьбе. И говорят, а ну-ка выбросьте этого обрусевшего. Я начал танцевать. Отец с удивлением подошел, говорит, слушай, где и как ты научился танцевать? Я считаю, что Осетии с Варзиевым повезло. Без него ансамбль был бы намного-много хуже. Ему передайте, что его благодарные ученики помнят и желают ему всего самого лучшего. Побольше б нам таких серьезных, настоящих руководителей. Периодически деятельность ансамбля «Осса» сходила на нет, потом возобновлялась. Последний раз собрать коллектив удалось в 1990 году в Доме культуры МГУ. Тогдашний руководитель Алик Дзиов вспоминал, что удалось даже выступить в колонном зале Дома Союзов и что аккомпанировал на том концерте на гармошке известный певец Феликс Царикати, а на доуле играл Иосиф Пригожин, ныне известный продюсер. К сожалению, сегодня ансамбля «Осса» больше нет, хотя возрождение этого коллектива могло бы послужить сохранению преемственности студенческих поколений московских осетин. Вы слушали программу, составленную по воспоминаниям ветеранов Московского студенческого ансамбля.